Республика Тыва является до сих пор неизведанным местом для многих иностранных туристов. А для тех, кто уже побывал в Тыве, она стала местом, в которое захочется возвращаться снова и снова. Именно поэтому мы решили показать это загадочное место и покорить Тыву, чтобы в дальнейшем мы покорили ее сами. Тандынский Кожун был образован 13 октября 1944 году. Сам Таңды переводится с тувинского как «высокая гора». В Тандынском Кожуне 8 сельских поселений и 13 населенных пунктов. Самый большой – это Байхак. Ну, конечно, это ведь административный центр района. Байхак был основан в 1909 году русскими переселенцами под названием Верхненикольская, а в 1032 году стала центром Кожуна. Отсюда родом народный межи Республики Тыва Евгений Оюн, заслуженный артист Республики Тыва Аян Ширижик и знаменитый певец, рэпер и танцор Айдын-17. Айдын-17 был необычайным певцом. Днем всех радовал своими тувинскими песнями, игрой на гитаре, а ночью безукоризненно читал рэп. Но все эти года Айдын-17, занимаясь своим творчеством, как-то раз опрометчиво намочил свою манту, и с тех пор его никто не видел. Да кто ты такой на самом деле? Я иду, я в жирном теле. Я Айдын-17, 23, 4, 5. Ну и что? Зайчик идет 1, 2, 3, 4. Это была великая потеря для всей его аудитории, но ничуть не великая потеря для всего человечества, ведь его песни так и не выложили, потому что он передавал их через их культ. В дань памяти великого певца, рэпера и танцора ТикТок смотрите нашу битву экстрасенсов, батл, где мы будем искать певца этого 17-го Айдына в 3 часа ночи. Не пропустите. В Байхаке в 2015 году открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс. Самый известный продукт Байхака – это Байхак Аква. Этот продукт в числе первых принял участие в проекте «Одно село, один продукт». Но есть проблема. Пластиковые бутылки – одна из распространенных видов мусора. На поле какой-то плохой человек разбросал пластиковые бутылки. Нам нужно спасти землю. Собрать большое количество бутылок первее, чем это сделают мои соперники. Старт! Можно ходить? Да. Юля, чуть-чуть налево. Сайдаш уже близко. А можно руки брать, да? Да. Еще ближе. Не страшно! Дорогие друзья, игра очень завораживающая. Я как будто в Counter-Strike играю. Налево. Тебе прям жестко налево надо. Теперь да, иди так. Все размажу, да, прям. Две бутылки осталось, Арсен прям близко очень. Он пропустил. Да? Да ну. Он еще раз пропустил. Вот где я? О! О! А? К Юле, вот последняя осталась. Быстро к Юле. Дорогие друзья, это было очень сложно, но я смог. Он ее. Брали, да? Все, да. Можно открывать? Да. Давайте считайте, сколько у вас. Две. О, это второй тур. Ты Арсеном был. Ча! Этот, я иду. Искать. Кто не спрятался, тут не виноват себя. Значит, поблизости есть что-то еще, я уже нашел. Сейчас. Я ищу с помощью ног. А я могу показать. Второй. Сейчас, значит, где-то здесь. Где-то поблизости должно быть.
А, нифига себе. Все, последняя бутылка у кого? Сейчас. Тихо, не надо. А, нифига себе. Асан, ты нарочно, что ли, мне подкинул? Мне казалось в конце, что я просто ходил один, куда вы ушли, оставили меня в байхаке. Кстати, дорогие друзья, могу сказать вам честно, это было мега сложно, и поэтому... Мы собрали все бутылки, и вот они здесь. И я победил. Ой, вот, дорогие друзья, добрый день. Это село Болгазан. На улице дождь, погода на самом деле не очень простецкая. Ой, пацаны, вы что, отсюда? Умжан, Ну хорошо, ладно. камеру апарам? Апарам? Вот, сейчас мы пойдем на... Камеру апарам? Знаем рубрику «Собаки и щейки». И сегодня мы натаскали его искать сон пельмень. На улице идет пока что не проливной дождь, но погода сегодня оставляет желать лучшего. И поэтому я пошел в магазин. Ой! Привет! Как дела? Нормально. А как тебя зовут? А? Как тебя зовут? Альтаир, Альтаир, да? Ой, осторожно, пацаны, вы чё, ёлки-палки? Чё, куда едете? я вот там дома. Ну ладно, давай тогда. Давай. Привет, да. Так, это местные пацанчики. Магазин Валентина. Это что? Это, короче, магазин вещей. Это совершенно не продуктовый магазин, который мне нужен был. Ой, там вот, походу, магаз есть. Ой, девчонки, здравствуйте. О, Болгазан. Это же Болгазан, да? Как погодка вам сегодня? Холод. Холодно. Как тебя зовут? Ну, приятно очень. Меня ты... Че, куда идете? А что, тут магазин, да? Продуктовый, что ли? Нет, а что тут делаете? Вот, короче, это у нас программа «Покоряя Туву» называется. Мы куда пришли? Что это такое? Вот это вот. Это молодежный сквер? Блин, здорово. Когда был построен? Недавно, да, относительно? Ну ладно, спасибо большое, Вика. В прошлом году Болгазан отметил свое 100-летие. И к этой знаменательной дате была подготовлена летопись села Болгазан. Сборник содержит истории и материалы о событиях и людях, внесших значительный вклад в село Болгазан и в его развитие. Знаешь? Дорогие друзья, сейчас мы продолжаем рубрику про работающих и неработающих людей. Итак, здесь сидит один парнишка, и он грустит. Объясните, пожалуйста, почему вы сейчас грустите? На самом деле, молодежь иногда не только радуется, но еще и грустит. Особенно, когда у него отбирают работу. Мы продолжаем нашу рубрику про работающую и неработающую молодежь. И сегодня работы лишился я. В чем я рубрику отобрал, елки-палки? Озеро Чагытай, одно из крупнейших озер Тувы, имеет статус памятника природы. Озеро богатое рыбами. Здесь водятся местные для республики щука, карп, ясь, так и приспособившиеся лещи-пеледь.
Кстати, пчеловоды села Друген наладили производство самого вкусного, крепкого и яркого меда во всем мире. И именно здесь был записан знаменитый трек Айденга 17. Мой родной кожух, это тот, где сейчас я сижу. Снова говорю, я понял, братан, кто ты такой на самом деле. Снова говорю, я иду, я в жирном теле. К сожалению, творчество Айденга 17 можно сравнить с этим медом. К нему тоже липнут насекомые, а к Айденга 17 липнут туалетные мухи. Ну вот, смотри, где-то мы здесь. Да елки-палки, вы на время посмотрите, уже 6:39. У меня и так текста нет. Почему мы очень много времени тратим на то, чтобы вы постоянно что-то тут учили? Вам сказали еще вчера это все сделать. Давайте Я не понимаю. Да блин, слушай, Буян, вот ты давай рассуди, вот ты постоянно стоишь, молчишь. Ну давай скажи, ну как можно так относиться к этому, а? Ну сам подумай, елки-палки. Да я не могу так работать. Чего тебе нравится? Ну я, конечно, понимаю, что мы одна команда. Ну блин, каждый же должен думать о каждом человеке. Я просто не понимаю, как можно так безответственно относиться ко всему этому. Елки-палки. Да я просто не понимаю, зачем ты за мной ходишь? Нет, я просто не понимаю, ну просто как можно вот так вот не запоминать текст? Да, Арсен молодец. Да, он отличный парень, и вообще у него Инстаграм развит, у него эстетическое чувство. Да, может быть, он даже более ответственный, чем мы. А к чему это я вообще? А, вот. Ну, я не думаю, что это было причиной заводиться так сильно, я не знаю. Я все понимаю. Да, у тебя очень много подписчиков, 6 тысяч. Отлично, у тебя заказы, да, сейчас приходят? Ну, я просто не понимаю. Да, может быть, дело во мне. То, что я такой классный, то, что у меня такой классный Инстаграм, да, визуал, все классное. Что я так классно монтирую, что я такой, ну, просто органичный во всем, что ли. Тем самым, что он вот так начал орать и кричать, он просто еще дальше нашу работу оттянул. Я вот, например, все свои цитаты я придумываю на ходу. И так у меня отняли все реплики, по итогу я остался только на GoPro, елки-палки. Ну из-за чего? Зачем я это все делаю? Ты просто понимаешь, проект мы же должны добить до конца. У меня тоже дела, ты вот говорил весь вечер. А ты что молчишь? Успокойтесь, мальчики, такие милые, такие деточки, самые сладкие. Сегодня был очень классный день. Я очень рада, что согласилась пойти с вами куда-либо вообще. Ну, на самом деле она права. Зачем конфликтовать? Давайте дальше просто снимать. Ну, давай, ну ладно, в конце, может быть, да, конечно, помирились, да. Ну что? Рад просто, что мы помирились и дальше начали работать. Зачем нам с ней сам понимаешь, да? На самом деле никогда не злился на ребят. Может, уволить их? А это самый обычный Арсен. Он знает, что он толстый, и сейчас он собирается начать худеть. Но нет, сейчас он откладывает похудеть на завтра, как делает это постоянно. На самом деле очень красиво. Я в первый раз в таком месте нахожусь. Это нереально, не передать словами. Нужно приехать и посмотреть. Невероятный каньон, невероятный водопад. А название этого каньона, Другенский, связывают с именем Чингисхана. И когда они проходили по этим местам, у его жены начались схватки. И правая рука Чингисхана Субэдэй поторапливала всех
быстрее, быстрее, знаешь, Друган, говорил так. И повозки быстро прошли через этот каньон. Эти реки становились все больше и промыли каньон до такой глубины. Это просто невероятная история. Дургенский каньон находится у северного склона хребта Тануола, Тандынского кожуна, в местечке, окруженном тайгой и лесистыми горами. При всей своей таежной дикости каньон вполне доступен для туристов. Обалдеть. На самом деле, это очень, не то чтобы зрелищное зрелище, что ли. Это очень здоровское мероприятие, которое сейчас организовала вода. И это прям нереально круто. Я просто, дорогие друзья, очень восхищаюсь природными ресурсами нашего Буяна, да. Так классно, на самом деле, оказывается, жить в Туве, да. Почему? Потому что мы, по сути, часть этой природы, так ведь? Часть этой природы, это нереально красивой природы. Сейчас мы стоим возле Дургенского водопада, или, как это сказать, каньона, да? Каньон, водопад в каньоне. Да, это на самом деле очень здоровское событие уходящего года. На самом деле, дорогие друзья, очень живописная природа. Прям я не могу даже описать словами, наверное. Никакие эпитеты просто не могут подойти. Только мурашки. Стоять тут на самом деле очень Реально страшно. страшно. Да, реально страшно. Вот даже это Сайдаш подтвердит. Мне Что это- ты можешь сказать по поводу того, что здесь происходит? Что ты делаешь сейчас? Я, во-первых, созерцаю. Для меня этот проект отличная возможность созерцать такие красоты. Просто... Мы проехали кругом по Тандынскому кожуну, и Тандынский кожун закружил нам голову. Это было просто нереально, невообразимо, дорогие друзья. Настолько прекрасен был Кожун, что не хочется отсюда на самом деле уезжать. Друзья, кружитесь по республике Тува и оставайтесь с нами! Мы хотели покорить Тандынский кожун, а этот кожун покорил нас. И на самом деле, дорогие друзья, хотелось бы сказать, да пребудет с вами сила. Through the blizzard